ночь Аль-Бараа, Лейлатуль Бараа. Что это за ночь? Есть ли у этой ночи достоинство? И как правильно ее называть? Во-первых, то, что мы слышим, есть такая ночь, именуемая Аль-Бараа. Аль-Бараа буквально с арабского отречение, непричастность, отделение себя от кого-то. Известная фраза или термин в шариате аль-валя валь-бара. Всем, надеюсь, известен. Эта ночь, во-первых, называется ли она аль-бара и кто ее так назвал? Честно говоря, Аллаху а'лям. Я не знаю, кто ночь назвал это таким образом, но во всяком случае мы слышим от многих людей, в частности от суфистов, а также от рафидитов, шиитов, называют ее ночь Аль-Бараа, ночь отречения. Имеет в виду, наверное, отречение от каких-то отклонений в религии или плохих качеств и так далее. В действительности название этой ночи вот таким вот образом Аль-Бараа не упоминается в шариате, в хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однако пророк назвал эту ночь Лейлатун Нисф мин Ша'бан, вот так ее назвал. Ночь середины месяца Ша'бана. То есть у нас месяц, в котором мы сейчас пребываем и находимся, называется месяц Ша'бан. То есть, который перед Рамаданом. Называется месяц Ша'бан. Середина этого месяца, возможно, это было вчера, или будет сегодня это, называется ночью середины этого месяца. Месяца Ша'бана. Лейлатун Нисф мин Ша'бан. Хотим с вами сегодня вспомнить об этой ночи. Какую ценность она имеет в шариате? Есть ли цена этой ночи? Или, если по-другому выражаться, имеет ли она преимущество над другими ночами? Выделил ли как-то ее шариат от других ночей? Спускается ли милость Аллаха в эту ночь? Отличается ли она своими какими-то особенностями от других ночей? В ответ на этот вопрос скажем, конечно. Эта ночь, она великая, без всякого сомнения. Аллах Табарака ва Тааля выделил ее особо, отделив от других ночей. Самая лучшая ночь, конечно же, мы знаем, это ночь предопределения. Или по-другому ночь могущества. В месяце Рамадан. Лейлатуль Кадр. Это самая лучшая ночь, которая лучше 1000 месяцев. То есть поклонение в эту ночь лучше, чем поклонение сколько месяцев? 1000 месяцев. То есть это самая великая, самая прекрасная ночь. Самая благословенная ночь. Но есть и эта ночь. Ночь, которая наступает когда? В середину этого нашего месяца, месяца Ша'бана. Указанием на преимущество этой ночи упоминается в сборниках хадиса, такие как Сунан Ибн Маджа, а также в Муснаде имама Ахмада и многих других. Передается не от одного сподвижника, а от нескольких. К их числу относятся Муад ибн Джабаль, радiyallahu ан, также Абу Та'ляба аль-Хушани, также Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас, также Абу Муса аль-Аш'ари, Абу Хурайра, Абу Бакр ас-Сиддиq, Ауф ибн Малик и Аиша, радiyallahu анхум аджма'ин. Все они передали достоинство этой ночи от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но если взять в одиночку каждый из переданных им хадисов, его иснад, ярхамукаллах, его иснад ученые не называют достоверным. Можно сказать, иснад его слабый. Но, как говорит имам, хадисовед нашего времени, профессионал даже в области хадисов, имам аль-Алляма Мухаммад Насруддин аль-Альбани, если взять или учитывать все эти хадисы в целом, присоединить их друг к другу, можно сказать, что этот хадис или его основа достоверна и утверждена в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Действительно, пророк говорил об этом. Те, кто занимается хадисоведением, хорошо это прекрасно знает. Когда хадис приобретает силу путем объединения нескольких путей данного хадиса, даже если поодиночку они будут выглядеть слабо.
Понятно? Значит, вкратце, что я хочу вам сказать, этот хадис, он достоверный, как говорит имам Аль-Альбани, рахимахуллаху та'аля, звучит он так, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Яттали'у Аллаху табарака ва та'аля иля халкихи лейлатан нисфи мин ша'бан, фаягфиру ли джами'и халкихи илля ли мушрикин ау мушахин». Всевышний Аллах, благословен Он и велик, с особым вниманием смотрит на свои творения в ночь середины месяца Ша'бана. То есть в ночь середины этого месяца, месяца Ша'бана. Когда наступает ночь в середине месяца Ша'бана, Всевышний Аллах с особым вниманием смотрит на свои творения и на свои создания, то есть смотрит на них. И потом прощает всех их. Прощает им ихние грехи, за исключением двоих. Две категории людей не попадают под прощение Аллаха. Две категории людей или две группы людей не попадают под эту всеобъемлющую милость Аллаха табарака ва та'аля и его прощение. Не попадает кто? Мушрик, многобожник, а также мушахин, то есть имеющий вражду с кем-либо из братьев. Тот человек, который поссорился с кем-то из братьев, или кого разделила и оттолкнула от его брата ненависть и злоба. Вот эти вот две категории людей, им не прощается в эту ночь. Поэтому эту ночь можно отнести к одному из, можно сказать, кратких сезонов прощения Всевышнего Аллаха табарака ва та'аля, когда спускается его милость. У Аллаха есть такие времена, когда Он прощает своих рабов, освобождает ихние шеи от огня. Впереди нас великий сезон прощения. Это месяц Рамадан. И один из кратких сезонов или из кратких таких часов к этому благословенному времени также относится эта ночь. Ночь, когда проходит половина месяца Ша'бана. Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля прощает все свои творения, стирает все его грехи. Кроме двоих, как мы с вами сказали. Первый это кто? Это мушрик. Слово мушрик здесь неопределенное. Накира. Неопределенное. Накира. То есть в нем, в этом слове отсутствует артикль алиф и лям, что указывает на определенность. А есть правило у ученых, что если неопределенное слово упоминается в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, конечно же, все это зависит от контекста, обобщает и охватывает в себя все, что подразумевается по смыслам этого слова. Поэтому смело с вами можем сказать, что под мушриком здесь имеется в виду тот, который делает ширк, то есть предает Аллаху в сотоварищи, поклоняется наряду с Аллахом кому-то другому, пусть этот ширк его будет большим, или пусть этот его ширк будет маленьким, или пусть он будет маленьким. Значит, мы с вами, как рабы Аллаха, должны еще раз проверить самих себя. Еще раз проверить самих себя. Вот такие вот хадисы и подобные ему хадисы побуждают нас заново проверять свои дела, свои амалы, свою душу, свое поведение в наших всех взаимоотношениях с Господом миров, табарака ва та'аля, в первую очередь, проверять. И тщательно исследовать каждое дело, которое мы делаем. Возможно, в наших делах где-то присутствует ширк, и мы этого не замечаем. Может быть, мы, субханаллах, запачканы некоторыми видами ширка, которые распространились в этой умме, в общине Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И ты, о дорогой брат мой, никогда не будь о себе хорошего мнения. Никогда не будь о себе хорошего мнения, не говори то, что я далек от ширка. Не будь о себе такого мнения. Это твое мышление, оно неправильное. Никогда ты не должен быть уверен в себе и говорить: Аллахи, я не делаю ширк, или ширк, я далек от него, он далек от меня. Нет, никогда
ты так не думай, а наоборот, всегда подозревая свои дела, стремись очистить свою искренность, свое намерение и всегда помни о том, что ты, как бы ни старался, все равно остаешься быть нерадивым в отношении кого? Всевышнего Аллаха Табарака ва Та'аля, постоянно чувствуя за собой какие-то промахи, какие-то упущения. Какие-то промахи, какие-то упущения в отношении или по отношению к Творцу Табарака ва Та'аля. Не говори, я отречен от ширка, как маленького, так и большого. Невозможно, чтобы я сделал ширк. Как я его сделаю, когда я познал, что такое ширк? Когда я узнал, что такое таухид, я в жизни его не сделаю. Я общаюсь с единобожниками. Читаю книги. Кого? Про единобожие. Невозможно, чтобы я когда-то совершил ширк. Поэтому никогда не обольщайся и не будь такого высокого мнения о себе. Посмотри на имама, единобожников, великого пророка Аллаха, Ибрахима, алейхиссалям, который боялся ширка. Боялся ширка и боялся за своих детей, что тоже боялся за своих детей, что они вдруг станут поклоняться идолам. Как Аллах сообщил нам об этом в Коране. وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Убереги меня и моих детей от того, чтобы мы стали поклоняться идолам, говорит Ибрахим, как читаем с вами в Коране. Почему Ибрахим, братья, боится? Почему Ибрахим боится? Пояснил потом дальше. Сказал: «Рабби иннахунна аддалальна кафиран минан нас». О Господь мой, воистину эти идолы ввели в заблуждение многих людей. Сбили с твоего правильного пути многих людей. То есть ширка много. Дверей, раскрывающих ширк перед человеком, их много. Брат, не думай, что у ширка одна дверь, которую ты узнал и никогда не зайдешь в нее. Нет. Ширк, он повсюду. Подкрадывается к тебе. Возможно, ты не замечаешь этого. Воистину, многобожие ввело многих людей в заблуждение. Поэтому Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, говорит, также это приводится в качестве хадиса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в некоторых книгах, риба имеет 70 дверей, точно так же и ширк, говорит. Риба, ростовщительство, а также лихва, проценты, имеет сколько дверей? 70 дверей. Не один путь есть для совершения этого греха, однако их очень много. Потом сказал, точно так же и ширк. То есть дверей, ведущих к ширку, тоже много. Путей, ведущих к ширку, тоже много. Заставляет тебя бояться, что, возможно, в какую-то из дверей ты зашел. Поэтому пророки боялись этого, и мы тоже должны сами этого бояться. Кто после Ибрахима осмелится заявлять о себе, что он никогда не совершит ширк, и что он не боится его? Конечно же, это сможет заявить только невежественный человек, который не знает об Аллахе многое. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе говорит: «Ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкуль асгар». Воистину, самое страшное, что я боюсь для вас, это малый ширк. Это малый ширк. Это самое страшное, что я боюсь для вас, говорит. Переживал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за свою умму. Потом у него спросили об этом малом ширке, что имеется в виду. Он сказал: «Ар-рия», показуха. Показуху я боюсь для вас. Почему боится посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Потому что человек совершает ее, то есть на показ делает какие-то дела, и тем самым впадает в ширк, в многобожие. Почему? Потому что он предал Аллаху в сотоварищи. Когда сделал какое-то дело не только ради него, а приобщил кого-то еще другого. Пусть это будут людские взоры, пусть это будет какая-то выгода в этом мире, пусть это будет удовлетворение собственной страсти и похоти, и многое-многое другое. В совокупности можно отнести их причины возникновения этого малого ширка, показухи. Это самое страшное, что я боюсь для вас. Поэтому это заставляет тебя бороться с этим
великим злом. Оно опасно. Могут погубить все твои дела. Поэтому ты по мере возможности каждый день очищай свои дела от показухи и приучай себя скрывать свои добрые дела. Приучай себя скрывать свои добрые дела. Никогда вслух не говори о своих добрых делах, которые ты сделал. Молчи, скрывай их. Пусть знает только ты и Всевышний Аллах об этом добром деле, которое ты сделал. Это будет действительно признаком того, что ты желал посредством этого дела только лик всемогущего Аллаха Табарака ва Тааля, и тогда Аллах благословит тебя за эту искренность и, возможно, ведет тебя в рай. Поэтому говорит Абдуллах ибн аль-Мубарак, рахимахуллаху Тааля, один из великих ученых, известный, конечно, он всем, в толковании слов Всевышнего, «Валя юшрик би ибадати раббихи ахада», и пусть человек не приобщает к Аллаху в своем поклонении никого, то есть пусть не приобщает к Аллаху никого в своем поклонении, толкуя этот аят, Абдуллах ибн аль-Мубарак сказал, «Ла юхбир бихи ахада», пусть никому не рассказывает о своем поклонении. То есть пусть никому не рассказывает о своем поклонении. Почему? Потому что Аллах любит тех, которые скрывают свои добрые дела. Аллах любит тех, которые скрывают свои добрые дела. Почему любит? Потому что они по-настоящему доказывают свою искренность. Далиль на это хадис достоверный, который приводит имам Муслим в своем сборнике Ас-Сахих со слов Саида ибн Аби Ваккаса, радiyallahu ань, который говорил: я слышал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Инна Аллаха юхиббуль абда ат-такия аль-гания аль-хафи». Воистину, Всевышний Аллах любит какого раба? Любит раба такия, богобоязненного. Потом аль-гания, богатого. Под богатством имеется в виду богатство души, как упоминается это в других хадисах. Не имеется в виду богатство имущества, а имеется в виду богатство души. То есть человек, который богат своей душой. Его душа богата познанием Аллаха, любви к Аллаху и так далее. Аллах любит такого раба, а также аль-хафи, незаметного, скрытного. Сказали ученые, которые скрывают свои добрые дела. Которые скрывают свои добрые дела и незаметны в джамаате, ничем от других не отличается. Он далек от таких качеств, как высокомерие, надменность и стремление превознестись над другими людьми. Он незаметен. Аллах любит таких рабов. Поэтому это одна из самых хороших причин избежать этого великого греха, греха показухи. Греха показухи. Человек может делать что-то ради Аллаха, но потом, субхана, рассказывает об этом деле других, портит все свои дела. Я вчера всю ночь молился, я вчера вот такую садаку одному брату дал, вчера я вот одному брату помог, вчера вот я делал зикр, вчера вот я постился столько-то. Рассказывает это. Кому? Людям. Тайб, ты зачем все это делал? Ты зачем постился? Ты зачем ездил на хадж? Ты зачем ездил на умру? Зачем делал зикр? Зачем ты это делал? Ты делал это ради Аллаха или делал это для того, чтобы рассказывать людям? Когда рассказывает людям, значит, он хочет, чтобы его похвалили за это дело. Значит, его целью был не только лик Аллаха, а еще людское мнение. Понятно, да? И еще его положение среди людей. Значит, его поклонение не было чистым. В этом и заключается суть ширка в поклонении. Многобожие. Понятно, да? Некоторые люди, когда слышат слово ширк, многобожие, думают, что я далек от ширка. Многобожие это не погряз в нем, я далек от него. Нет. Каждый день может человек ширк делать вот так вот. Каждый день может ширк делать так. Представляешь себе, завтра ты умер, и ангел смерти тебя разочарует. Ангел смерти тебя разочарует. Почему? Потому что ты не был искренним. Все твои поклонения, они на смарку. Почему? Потому что ты делал это все на показ, ты не делал это все ради Аллаха. Это великий грех. Это отдельная, большая глава, которая изучается в науке единобожия. Каждому мусульманину следует подробно изучать этот великий грех. Грех показухи.
суть нашей встречи — это просто вкратце указать на этот вид ширка. Вкратце указать на этот вид ширка. И если человек погряз в него, знайте то, что в эту ночь ему не прощаются никакие грехи. Ему не прощаются никакие грехи. Значит, нужно отстраняться, проверять самих себя постоянно, не чувствовать себя уверенным, проверять свои дела на чистоту, изучать единобожие. Таким образом, возможно, человек сможет избежать попадания в ширк. Некоторые ученые выражались так: возможно, изучай, говорит, правила единобожия, возможно, это станет причиной твоего спасения, причина от попадания в сети ширка. Заметьте, как назвал ширк. В сети ширк. Как будто бы ширк — это сеть, куда человек попадает. То есть, как будто бы ширк окружает тебя повсюду, и в него легко попасть. Это тоже мудрость в выборе слов, когда выражаешься. Ученые, их слова были точными. Поэтому нам нужно бояться. Поэтому нам нужно этого бояться. А также не прощается в эту ночь кому? Который держит зло на своего брата. Который же держит зло на своего брата. Который поссорился со своим братом. И который враждует со своим братом. Или который ненавидит своего брата. И эта ненависть стала причиной порывания отношений между ними. Это тоже такому человеку не прощается в эту ночь. Вам хорошо известны слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он запрещает ненавидеть друг друга. Как приводится это в Бухари и Муслиме со слов Анаса ибн Малика, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ла табагаду, ва ла тахасаду, ва ла тадабару, ва ла такатау». Пусть ненависть не оттолкнет вас друг от друга. Не завидуйте друг другу, не поворачивайтесь друг другу спиной, не порывайте между собой связи и отношений. «Вакуну ибадаллахи ихвана». Однако будьте все вместе рабами Аллаха, братьями. «Валя яхиллю ли муслимин ан яхджура ахаху фаука салят». И не является дозволенным мусульманину, чтобы покидал своего брата по вере на промежуток времени, который превышал бы 3 дней. Запрещается более чем 3 дня покидать брата. Поэтому об этом нам нужно задуматься все вместе. И в Сунане Ибн Маджа Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас ради Аллаху анхума приводит хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис является достоверным. Когда люди спросили у него: «Я Расул Аллах, аюн наси афдаль?» О посланник Аллаха, какой из людей самый лучший? Какой из людей самый лучший? Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, сказал: «Куллю махмумил кальби садукил лисан». Это человек, у которого правдивый язык и вычищенное сердце. Вычищенное сердце. Тогда люди сказали: «Садукул лисани на'рифуху, фама махмумул кальб». Человек с правдивым языком нам хорошо известен. А кто такой с вычищенным сердцем? Он сказал: «Ат-такийюн накий, ла исма фихи, валя багья, валя гилля, валя хасад». Это богобоязненный, чистый человек, у которого чистое сердце, в нем не присутствует грех, не присутствует надменность, высокомерие, там нету вражды и злобы никому, и нету там зависти. Вот такое сердце называется вычищенным. Слово махмум, вычищать, подметать что-то в арабском языке, как будто бы этот человек вытеснил все эти качества со своего сердца, почистил своего сердца, выметал, вычистил. В хадисе указано то, что этот человек делал амалы, старался, пока не очистил своего сердца от этих злых, дурных качеств. Заметьте, нету в нем вражды ни по отношению к никому, нету злобы, нету зависти никому. Хвала Аллаху, он, человек с чистым сердцем, живет со спокойной грудью. Со спокойной грудью она у него не переполнена ненавистью кому-то из людей к своим братьям в первую очередь.
своим братьям в первую очередь. Поэтому нужно, братья, нам это хорошо осознать и избегать всех причин раздора, избегать всех поступков, которые будут служить основанием или поводом для порывания связи или взаимной какой-то злобы, ненависти. Мы должны делать причины, чтобы не стать одним из таких, сердце которого нечистое, а грудь которого не просторна по отношению к своим братьям. Сегодня, субханаллах, люди ненавидят друг друга, перестают общаться друг с другом. Потом спросишь, субханаллах, у брата: брат, почему ты не общаешься с тем братом? Брат, почему ты злишься на того брата? Когда начнешь копаться, даваться подробности, узнаешь или увидишь то, что, субханаллах, причина вообще какая-то ничтожная. Как говорят же у нас у казахов: болмайт нарсе. Да? Вообще не стоит того, чтобы, субханаллах, порывать между собой связи. Из-за этого вы, субханаллах, поссорились? Из-за этой дуни вы, субханаллах, поссорились? Из-за этого вопроса вы поссорились? Не поделили какую-то мелочь, порвали между собой отношения, развернулись друг от друга спиной? Это, конечно же, глупость. Поэтому некоторые братья обидятся и долго держат в себе эту обиду. Совет им какой? От пророка, а также от Всевышнего Аллаха — это простить и извинить. Прежде чем наступит эта ночь, которая наступает после истечения половины месяца Ша'бана. Простить всех ради Аллаха. Кто бы тебе не причинил что угодно, прости его ради Аллаха. Возможно, Аллах Субханаху ва Тааля тоже простит тебя, потому что ты поступил так с его рабами. Как Аллах в Коране сказал: «Валья'фу вальясфаху», Аллах в Коране говорит: пусть они, то есть мои рабы, прощают других и будут великодушны, будут снисходительны. Пусть будут такими мои рабы, говорит. Потом сказал: «Аля тухиббуна ай ягфир Аллаху лакум, валлаху гафурур рахим». Потом говорит: разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам ваши грехи? Разве вы этого не хотите? Чтобы Аллах простил вам ваши грехи. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам ваши грехи? Воистину Аллах прощающий, милосердный. Разве вы, говорит, не хотите, чтобы Аллах вам простил? Конечно, хотим, чтобы Аллах нам простил. Поэтому, говорит, ты прощай тоже других. Умей извинять других, понимать других, и тогда Всевышний Аллах Табарака ва Тааля ответит тебе тем же. Ответит тебе тем же. Поэтому не следует, братья, порывать друг с другом отношения или злиться на кого-то из-за этой мелочи. Если посмотреть, эта дуня, она мелочь. Эта дуня, она мелочь, и как пришло в хадисе, возможно, не все его считают достоверным, но сам факт или смысл его является правильным. لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Стоит Аллаху открыть дунью перед людьми, как начинается между ними проявляться вражда и злоба до судного дня. Поэтому, если мы узнали эту причину, должны отстраняться. Если ты видишь то, что из-за дуни начинает у тебя с кем-то портиться отношения, помни об этом и отстраняйся. Также одна из причин, которая, субханаллах, в наши дни служит поводом для порвания отношений или питания злобы друг друга, это дружба с глупыми людьми, с неразумными людьми. Или частое общение со вспыльчивыми людьми. Или плохой нрав. Можно вкратце сказать, плохой нрав. Плохой нрав. Нужно оставить плохой нрав, потому что он является главной причиной возникновения злобы и вражды между братьями. Как говорится в арабской пословице: «Кафратуль итаб туджибуль багда». Многочисленные замечания порождают ненависть между людьми. Это арабская мудрость. Посмотрите, о чем говорит. Некоторые люди, до того плохой нрав, он постоянно тебе делает замечания. Ты почему так сделал? Ты почему так не сделал? Ты вот такой, вот у тебя такое поведение, знаешь, у тебя такой характер, ты такой противный. Вот так постоянно делает замечания, задевает, порицает постоянно. Это вызывает, говорят они, вызывает ненависть и вражду к такому человеку. Поэтому ты лучше придержи себе язык и не порицай никого часто. Не делай никому замечания. Делай замечания только когда будешь действительно
наблюдать за тем, как нарушается граница Аллаха, тогда делать замечания. А по любому поводу, по поводу и без повода, постоянно делать замечания, действовать на нервы твоему брату, это не относится к благонравию, братья. И не относится к правилам приличия, которые следует соблюдать в отношении с братьями. У некоторых людей язык как крючок. Язык как крючок. Следует ему открыть рот и высунуть его, цепляет сразу. Это же неправильно. Постоянно, субханаллах, будешь действовать на нервы братьям своим. Кто-то может сказать: субханаллах, ну я такой человек. Мне вот такой характер. И скажем, у тебя такой характер, тогда сиди дома один. Не общайся с братьями. Вспоминая свои грехи, плачь и редко общайся с ними. А так ходить и причинять вред братьям, этого не следует делать. Этого не следует делать. Поэтому, вкратце говоря, чтобы избежать этого, нужно ставить все на своих местах. Ставить все на своих местах. И не забываем с вами о великом насихате, который сделал Кафир ибн Мурра. Кафир ибн Мурра аль-Химси – это один из жителей Шама, один из больших, выдающихся, ярких личностей в истории ислама, из числа табиинов, последователей, сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передавал хадисы, или брал знания у Умара ибн аль-Хаттаба, Муад ибн Джабаль, Абу Хурайра, Абу Дарда, Абу Зар и многие другие великие сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, получал у них знания. Кафир ибн Мурра. Не забываем сейчас здесь, в нашем разговоре, в этом месте, о его полезном насихате, который он сделал. Говорит: «Ля тухаддис аль-батиля лиль-хукама фаямкутук». Говорит: не пустословь перед мудрыми людьми, а то они возненавидят тебя. То есть, если встретишься с влиятельными людьми, которые обладают знанием, чьи речи мудрые, не любят заниматься пустословием, перед ними пустые речи не говори. Не выставляй себя на посмешище. Почему? Потому что если ты будешь вести себя с этими людьми, они возненавидят тебя, и потом между вами будет что? Ненависть друг к другу. Потом говорит: «Валя тухаддис аль-хикмата лис-суфаха фаюкадзибук». И не изрекай мудрых речей в присутствии глупых людей. Они все равно не поймут тебя. Они не оценят твою речь. Возможно, и объявят ложью то, что ты говоришь, не примут твою речь, откажутся от нее все равно. То есть, если человек глупый, не изрекай перед ними мудрых речей, потому что это, возможно, приведет к тому, что они начнут насмехаться над тобой, и опять между вами будет ненависть. Этого говорить не делай. «Валя тамна'ил ильма ахляху фата'thам». И не утаивай знания от тех людей, кто заслуживает его, а то согрешишь. «Валя тада'ху фи гайри ахлихи фатаджхаль». И не преподавая знания тем, кто не заслуживает его, а то станешь таким же невеждой, как они. «Инна алейка фи ильмика хакка, кама анна алейка фи малика хакка». Воистину, у твоего знания есть права, точно так же, как у твоего имущества есть права, говорит он. То есть, вкратце говоря, избегать всего того, что порождает ненависть между братьями, нужно это учитывать. Нужно это учитывать. Значит, вкратце, что хотелось бы сказать, эта ночь, она непростая ночь. И заметьте на то, что шариат побуждает людей постоянно задумываться о своих взаимоотношениях с Аллахом, над взаимоотношениями также с людьми, рабами Аллаха. Постоянно очищай свои дела от ширка и следи за своими отношениями с окружающими тебя людьми, в частности. Это касается братьев. Хотелось бы сделать небольшое замечание. Это по поводу того, следует ли торжественно отмечать эту ночь. Следует ли торжественно отмечать эту ночь, праздновать ее, или выделять эту ночь особо для какого-то вида поклонения, как, допустим, намаз или пост. Ответ, конечно же, однозначен. Нет у нас такого хадиса, в котором бы содержалось побуждение особо выделять эту ночь торжественно ради какого-то вида поклонения или бодрствовать в ней, приближаясь к Аллаху Субханаху ва Тааля всевозможными видами поклонения. Нет у нас ни одного хадиса. Вот единственный хадис, который мы с вами упомянули, он единственный.
достоверный хадис, и его тематика и смысл таков, который мы сейчас с вами разобрали. Все, больше ничего другого нету, брат. Что касается хадиса, который приводится у Ибн Маджа, также других, со слов Али ибн Аби Талиба, где говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда наступает ночь в середину, когда наступает ночь в середине месяца Ша'бана, то выстаивайте ее в молитвах, поститесь днем. Воистину Всевышний Аллах спускается после заката солнца на ближайшее небо и говорит: просите у меня прощения, я прощу вам. Просите у меня ризка, я дарую вам его. Где тот, кого поразила какая-то болезнь? Пусть просит у меня излечения, я обязательно дарую ему его. И так продолжается до наступления фаджра. То этот хадис, братья, ложный, выдуманный, недостоверный хадис. Его не говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как сказали об этом ученые, такие как Аль-Хафиз, Аль-Ираки, также Хафиз Ан-Навави и многие другие хадисоведы, которые являются искусными хадисоведами, разбираются, где достоверно, где недостоверно. И говорят, что все эти хадисы говорят ложь на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Этого пророк, говорит, не говорил. Этого пророк не говорил, как об этом говорит имам Ан-Навави в своей книге Аль-Маджму', а также Хафиз Аль-Ираки, которые подробно исследуют хадисы и хорошо знают, где достоверно, а где недостоверно. Почему? Потому что в этом месте есть такой человек. Называют его Ибн Аби Сабра. Его куня Абу Бакр Аль-Амири. Этот человек, его обвинили в сочинении хадисов. Его обвинили в сочинении хадисов. То есть мог от себя что-то приписать кому? Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. По этой причине этот хадис считается ложным. По этой причине этот хадис считается выдуманным. Итог какой? Результат сказанного какой? Не является законным или узаконенным тебе исправлять эту ночь таким образом. Справлять эту ночь таким образом, выделять ее особо для каких-то видов поклонения, праздновать, собираться вместе, называть ее ночь Аль-Бараа, освобождение. Не знаю, что суфисты имеют в виду, может иметь в виду освобождение от греховного, освобождение от неверия, или что имеет в виду под этой ночью шииты, что бы они ни думали, им нужно сказать: не придумывайте в религии Аллаха того, чего нет в ней. Не делайте бидаат. Если бы оживление этой ночи в поклонением было бы угодно Аллаху, самые наилучшие из людей опередили бы нас в этом. Это кто? Сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в первую очередь сам пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям. Но ведь никто этого не делал. Это же не доказано у нас в хадисах. Поэтому от себя ничего добавлять к религии не надо. Дополнять пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не является дозволенным никому. Не является дозволенным никому. Поэтому они больше всех заслуживают. То есть те, которые делают эти бид'аты, которые упорствуют в этой ереси, они больше всех заслуживают того, чтобы им сказали в эту ночь: подождите с ними, пока они не оставят этот бид'ат. Если говорится это каждый понедельник и четверг братьям, между которыми произошла ссора и которые не помирились, если им говорится: подождите с этими двумя, пока не помирятся, как мы сказали, им в эту ночь тоже не прощаются грехи, то эти люди тем более заслуживают этого. Чего? Чтобы им не простилось в эту ночь. Поэтому нужно оставить этот бид'ат и стремиться, как они говорят, лейлятуль бара, ночь отречения. Лучше бы они отреклись от бид'ата этого. Лучше бы они отреклись от ширка. Субханаллах, посланник Аллаха говорит в эту ночь: прощай со всем, кроме многобожникам и двум братьям, между которыми злоба и вражда. Потом в эту ночь они исправляют ее, субханаллах, приближаясь к Аллаху через аулия, через своих пыров, через своих устазов. Некоторые из них, возможно, зажигают светильники на могилах и кладбищах, отправляются туда. Субханаллах. Где эти люди? И где этот хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Поэтому вы лучше отрекитесь от этого куфра, от этого неверия, от этого многобожия. А иначе будете гореть в аду. Будете гореть в аду, это то, что
хотели с вами напомнить об этой ночи по просьбе братьев, и ничего особо из поклонений в эту ночь выделять не надо, вкратце говоря, а просто знать ее достоинство и стремиться к тому, чтобы обладать вот такими вот качествами, а именно твоя непричастность к ширку и сохранение отношений с братьями мусульманами. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله